Далее на телеканале Якутия-24 мы вместе с коллегами расскажем о новостях экономики, чрезвычайных происшествиях и других событиях. И начнем с актуального курса валют. Доллар сегодня на отметке 78 рублей 4 копейки. Евро стоит 84 рубля 15 копеек. Покупает американскую валюту сегодня выгоднее всех Россельхозбанк за 79 рублей и 12 копеек. А продает банк АТБ за 81 рубль 51 копейку. Цена 1 евро в Якутске сегодня самая приемлемая у банка АТБ 84 рубля 52 копейки. А продает по лучшему курсу тот же банк АТБ за 86 рублей и 92 копейки. Всемирная организация здравоохранения озвучила сроки появления вакцины от нового коронавируса. По мнению ВОЗ, ждать лекарства придется не меньше года. Столько времени займет разработка и испытание вакцины. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Он подчеркнул, что здесь важно соблюдать осторожность, так как вакцину от нового коронавируса могут получить миллиарды людей, и она должна быть абсолютно безопасной. По данным ВОЗ, в мире сейчас работают над 20 вакцинами от нового коронавируса. Также идут испытания эффективности различных лекарств и их сочетаний. А несколько минут назад завершился брифинг главы Якутии. На прямой связи с нами находится наш корреспондент Дмитрий Темыров. Он готов рассказать последние данные, озвученные сыном Николаевым. Дима, приветствую. Что нового к этому часу по коронавирусу? Сергей, здравствуй. Хочется отметить, что во время прямого эфира глава региона напомнил, что новых случаев заражения COVID-19 на территории республики не зафиксировано. В своем обращении жителям и гостям столицы Айсен Сергеевич отметил, что те люди, которые сегодня находятся на самоизоляции в карантинной зоне, необходимо придерживаться режимных моментов, потому что многие жители республики наблюдают тех лиц, которые якобы находятся на самоизоляции в общественных местах. Такого не должно быть. Между тем, также глава региона напомнил, что на территории столицы на сегодняшний день работает 3 лаборатории, и в ближайшие дни откроется следующее. Давайте послушаем, что он нам сообщил. Очень много обращений в мой адрес, почему у нас в стране только одна лаборатория в Новосибирске дает заключение. Это на самом деле неправильно. У нас лаборатория в Новосибирске дает заключение по уже положительным реакциям анализов, которые выявляются здесь на местах. У нас сегодня в Якутске работают 2 лаборатории, оснащенные Роспотребнадзора, которые проводят все эти необходимые анализы. Мы сегодня запускаем также 3-ю лабораторию на базе больницы номер 3. И надеемся, что в ближайшее время, еще до конца недели, еще 4-я лаборатория здесь в городе Якутске у нас начнет работать. Между тем, на территории региона за последние 2 недели прибыло 208 человек. Это все жители республики, не считая иностранцев. Все они ушли на самоизоляцию. Также глава региона напомнил, что усилена работа на транспортно-логистических центрах республики. Это в крупных аэропортах столицы, в том числе и других крупных городах региона, а также на железнодорожных станциях республики. Также в своем обращении глава региона напомнил, что самоизоляция и карантинные меры сегодня в республике делаются в целях распространения COVID-19 и в целях безопасности жителей республики. К этому времени у меня вся информация, более подробная информация о ситуации на этот день и на сегодняшний час будет далее в прямом эфире брифинга оперативного штаба. На этом у меня все, Сергей. Дима, спасибо. Будем ждать от тебя новых подробностей. А я напомню, Дмитрий Темыров в прямом эфире рассказал о брифинге сына Николаева по коронавирусу, который завершился несколько минут назад. Из-за пандемии коронавируса десятки тысяч людей были вынуждены перейти на домашний карантин. Долгая изоляция может негативно сказаться на психологическом состоянии человека, поэтому в интернете стали появляться новые оригинальные флешмобы и челленджи. На самоизоляции молодым людям быстро надоедают сериалы и лежание на диване, поэтому они придумывают новые развлечения. Например, в Казахстане запустили песенный флешмоб «Как выгнать коронавирус из страны», а в Грузии поддержали общемировую акцию и аплодисментами поддержали врачей, которые борются с коронавирусом.
Австрия, Япония, Австралия, Киргизия, Доминиканская республика. Наши соотечественники рассказали о том, как живут в разных уголках планеты и о ситуации с коронавирусом в той или иной стране. Давайте послушаем, как борются с пандемией в других странах. Мы попросили наших друзей, которые проживают, учатся или же отдыхают на разных уголках планеты, рассказать, что же происходит у них в связи с этой ужасной пандемией под названием коронавирус. В Чуйской области, то есть где мы проживаем, это в столице, в Бишкеке, 2 зараженных, как я и ранее говорил. Сейчас я расскажу о ситуации в коронавирусе в Австралии. Здесь вот должны быть бумажные полотенца, а там дальше должна быть туалетная бумага. Всем привет, меня зовут Марьяна, я сейчас нахожусь в Доминикане. Честно, это реально какой-то апокалипсис. Я одна нахожусь в метро. В прошлом году якутяне стали чаще покупать полисы добровольного страхования. Заключено более 1 миллиона договоров, что на треть больше аналогичного показателя 2018 года. Прирост числа заключенных договоров личного страхования связан с сохраняющимся спросом населения на потребительские кредиты. Количество страховых полисов от несчастных случаев и болезней выросло вдвое и достигло почти 400 тысяч. А сумма собранных премий увеличилась на 20% до 612 миллионов рублей. Также в 2019-м якутяне купили в 4 раза больше полисов КАСКО, чем годом ранее. Объем собранных премий в этом виде страхования вырос на треть и составил почти 450 тысяч рублей. Коронавирус объединяет людей. По указу главы Якутии Айсена Николаева создан республиканский волонтерский корпус. Более 500 волонтеров со всей республики в эти дни помогают пожилым людям старше 60 лет, а также маломобильным гражданам, находящимся в изоляции. Ульяна Шагина находится с нами на прямой связи и готова рассказать о работе волонтеров. Уля, приветствую, ждем от тебя подробностей. Добрый день. Мы уже с утра побывали в штабе, где приняли заявку, и сейчас находимся в продуктовом магазине. Напомню, что штаб был создан всего лишь пару дней назад, и уже отработано более 11 заявок. И, конечно же, волонтеры – это активисты, добровольцы, а также студенты, медики и, конечно же, это активисты молодежки ОНФ. Они уверены, что в эти дни заявок может быть больше, поэтому они уже готовы работать во всеоружии. О том, как работает штаб, нам сейчас расскажет координатор молодежки ОНФ. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот поступила заявка. Буквально еще 30 минут назад мы прибыли в штаб, прошли обязательные измерения температуры, обязательный инструктаж, соответственно, получили все необходимые средства индивидуальной защиты. Это перчатки, это маска, а также антисептик. Да? Вот. Значит, обработали руки, приняли всю заявку, оформили, созвонились с непосредственно заявителем, уточнились по ценовой категории. Да? В данном случае была заявка именно на местную продукцию. Давайте покажем, что вы купили, да? В результате чего мы прибыли в магазин местной продукции, приобрели молоко, суарат и также творог. То есть вся продукция свежая, соответственно, заполняется товарный чек, и непосредственно дальше это все отвозится заявителю, после чего передается бесконтактным путем. То есть максимально мы минимизируем контакт с пожилыми людьми и с маломобильными людьми. То есть это приоткрытая дверь, передается пакет за лямки, в перчатках обязательно и, соответственно, без рукопожатий, объятий. Самое главное, конечно, приятно больше всего услышать просто слова благодарности. Спасибо. Элементарное спасибо. А добровольцем кто может стать? Добровольцем стать может абсолютно любой желающий гражданин, активист. Самое главное, конечно, требования к здоровью, чтобы не было никаких недомоганий, чтобы не было температуры, и желательно, конечно, чтобы у человека был крепкий иммунитет, потому что все-таки пандемия – это дело такое, когда надо за своим здоровьем обязательно беречь и оберегать близких и с кем общаешься, контактируешь.
Спасибо. Ну а я расскажу, что республиканский корпус, он работает на базе Общероссийского народного фронта, прямая линия продолжения. Этот проект работает по всей России. Это значит, что любой желающий по номеру 8 800 234 11 в круглосуточном режиме может оставить заявку. То есть это может быть и продукты, и бытовая химия, и медикаменты. Волонтеры все это купят и, конечно же, отвезут по адресу. Напомню, что круглосуточный центр, он работает в круглосуточном режиме. У меня все. Уля, спасибо. Действительно благородное дело. А я напомню, Лена Шагина в прямом эфире рассказала о помощи волонтеров пожилым людям в условиях коронавируса. Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. А Кабинет министров вводит пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на национальную экономику. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, приветствую. Можно ли на фоне сложившейся ситуации делать прогнозы? Что ждет российскую экономику? Сергей, приветствую. Свой официальный прогноз Минэкономразвития должно внести в правительство в апреле месяце. Однако уже на данный момент эксперты высказывают мнение умеренно оптимистичного характера. Обвала российской экономики не ожидается. Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Реальные последствия распада сделки ОПЕК+ и болезненных карантинных мер пока выглядят для России далеко не столь угрожающими. У страны два ключевых преимущества. Правительство более 5 лет готовилось к новому кризису, часто в ущерб текущему росту экономики. Только в Фонде национального благосостояния накоплено уже более 12 триллионов рублей. Ну а во-вторых, Россия среди всех крупнейших экономик наиболее слабо интегрирована в глобальные производственные цепочки, которые оказались нарушенными из-за пандемии. По итогам 2020 года темпы роста ВВП в российской экономике могут снизиться с ранее ожидавшихся 2% до 0,2%. Динамика доходов населения будет нулевой. Инвестиции в основной капитал вырастут на 2%. Экспорт же сократится на 2%, а импорт сразу на 8%. Это следствие слабого рубля. При наиболее вероятной среднегодовой цене на нефть в $35 за баррель равновесное значение валютного курса составит 85 рублей за доллар. Для стабилизации курса на уровне в 75 рублей Центробанку необходимо израсходовать в рамках уже начатых интервенций 35 миллиардов долларов из валютных резервов. В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету. Планируется, что данная инициатива позволит обезопасить врачей, которые контактируют с заболевшими, а также ускорить принятие необходимых медицинских мер в случае, когда человек заболел. Также готовятся предложения о мерах дополнительной поддержки медиков, которые постоянно находятся в больницах и работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Одна из мер – направить волонтеров в помощь семьям таких медиков. Речь идет о помощи по дому, оказании транспортных услуг, а также о доставке продуктов питания и товаров первой необходимости. Банк России поддержит граждан, экономику и финансовый рынок в условиях распространения коронавируса и снижения цен на нефть. Новые меры поддержки Банка России направлены на поддержание способности финансового сектора предоставлять ресурсы экономики, на защиту интересов пострадавших от пандемии граждан и доступность платежей для населения, а также на адаптацию финансового сектора к действию ограничительных мер по борьбе с вирусом. Так, Центробанк порекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и кредитным кооперативам реструктурировать долги и не начислять штрафы и пени тем заемщикам, у которых обнаружен коронавирус. Схожие рекомендации регулятор дал и страховым компаниям. Также в связи с распространением коронавируса Банк России может ограничить предельные комиссии по эквайрингу при оплате картами онлайн-заказов продовольствия и лекарств. С 1 мая банки не смогут взимать комиссии за переводы граждан на свой счет или счет иного физического лица в другом банке через систему быстрых платежей на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. При превышении этого порога комиссии ограничиваются порогом в 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей. Как пояснили в Банке России, в первую очередь это позволит без комиссии переводить средства родственникам и близким в случае их самоизоляции или невозможности передать наличные средства.
средства, и в текущих условиях это жизненно необходимо. Кроме того, это позволит переводить средства в счет погашения кредитов, если счета открыты, например, в разных банках, а также осуществлять другие переводы между банками, например, переводить зарплату в удобный банк, избегая тем самым зарплатного рабства. Несырьевые компании просят правительство дополнить ранее разработанный план поддержки экономики в кризисный период. «Деловая Россия» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо, в котором предлагается компенсировать аренду торговым центрам и кинотеатрам, субсидировать зарплату организаторам выставок и обязать банки ослабить требования к заемщикам-гражданам. В Минфине сообщили, что перечень мер в будущем может быть расширен в зависимости от развития ситуации. Анонсированную правительством поддержку эксперты оценили в 400 миллиардов рублей. Однако в будущем, считают они, ее объем может вырасти до 1,5 триллионов рублей. Также авторы инициативы предлагают еще ряд мер. Это отмена платной парковки для служб доставки продуктов, каникулы по уплате налогов на труд для организаторов концертов, снижение страховых взносов для туркомпаний, сокращение вдвое ставки по сборам за имущество для гостиниц, гарантии выкупа социально значимых товаров в госрезервы после стабилизации ситуации. Не лишним считают и ослабление требований к банкам при финансировании малого и среднего предпринимательства и предприятий торговли, запрет на пересмотр условий по кредитам в худшую сторону и временная отмена дорожного сбора с большегрузных автомобилей. К этому часу у меня все. Это были новости экономики на Якутия-24. Сергей, ну а как будет развиваться ситуация, обязательно расскажем в следующих выпусках. Иван, спасибо. Мы переходим к мировым новостям. Серия подземных толчков вызвала серьезные разрушения в столице Хорватии Загребе. Тяжелые увечья получил 15-летний подросток. Власти призывают граждан оставаться на улице, но держаться подальше друг от друга из-за угрозы коронавируса, рассказывает Сергей Берец. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло рано утром в воскресенье неподалеку от Загреба. За ним последовали еще несколько подземных толчков. Серьезно пострадали двое несовершеннолетних. В столице Хорватии повреждены многие здания, в том числе больницы и храмы. По стенам пошли трещины, кое-где обрушились потолки, обломки накрыли автомобили. На место прибыли глава правительства Андрей Пленкович и министр внутренних дел Давор Божинович. По словам премьера, это самое тяжкое бедствие такого рода за последние 140 лет. Он попросил граждан оставаться на улице из-за угрозы новых колебаний почвы. Позже мэр Загреба Милан Бандич сказал, что жители домов с железобетонными перекрытиями, а таких в городе 80%, могут вернуться в свои квартиры. Остальным помогут с временным размещением. Муниципалитет организовал для горожан горячее питание в нескольких пунктах в центре. Власти напоминают людям о насущной необходимости соблюдать социальную дистанцию и другие меры предосторожности в связи с угрозой распространения коронавируса. Как заявил глава МВД, COVID-19 представляет для Хорватии куда большую опасность, чем землетрясение. В субботу в стране зафиксированы 29 новых заболевших, а всего их насчитывается 235. 5 пациентов выздоровели. А власти Франции эвакуировали людей, зараженных коронавирусом, на борту штурмового военного вертолетоносца «Ваячо» на острове Корсика. Корабль вышел из порта материкового города Тулон с зараженными на борту в субботу вечером и отправился в Ваячо, где было подготовлено медицинское учреждение для пациентов. Сообщается, что эвакуированных перевезут на юг Франции, и если все пойдет хорошо, их должен высадить батальон пожарных Марселя, который возьмет на себя ответственность за них и эвакуирует в госпиталь. Отмечу, во Франции зарегистрировано 14,5 тысяч зараженных и более 500 летальных исходов. Эйфелева башня в Париже вспыхнула разноцветными огнями. Так город выразил признательность медикам, которые ухаживают за больными коронавирусной инфекцией. Подробности далее. Иллюминация Эйфелевой башни в Париже, продолжавшаяся 10 минут вечером в субботу, была посвящена всем, кто пришел на помощь пострадавшим от эпидемии коронавируса. Медицинский персонал подвергается наибольшему риску, поскольку непосредственно соприкасается с пациентами.
Ситуация с распространением инфекции во Франции остается сложной. По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки выявлено около 2000 новых случаев заражения. С начала эпидемии скончались 562 человека. Общее число заболевших достигло 14,5 тысяч. Супермаркет в Каире ввел специальные часы посещения исключительно для покупателей старшего поколения с целью обезопасить последних от заражения COVID-19 во время покупок. Теперь на входе стоят люди в белых халатах с тепловизором. Кроме того, проводят дезинфекцию поручней покупательских тележек перед входом в магазин. По словам менеджера супермаркета, молодые люди приветствуют нововведение, которое помогает обезопасить пожилых людей на фоне пандемии. Большинство пенсионеров высказываются положительно о новых правилах и заявляют, что так они чувствуют себя комфортнее во время нахождения в магазине. В Египте на сегодня зарегистрировано почти 300 случаев заражения, а также 10 смертельных исходов. Это не затрагивает интересов молодых покупателей. Они могут подождать. С другой стороны, они люди цивилизованные и дают возможность пожилым сделать покупки. Потому что природа коронавируса заключается в атаке на самых старых, что уменьшает их активность в сравнении с молодежью. Следовательно, у молодых людей нет возражений, и они приветствуют идею. Возвращаемся в нашу республику. В суд передано уголовное дело в отношении жителя Мегино-Кангаласского района. Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти во время исполнения им своих должностных обязанностей. Подробности в обзоре чрезвычайных происшествий расскажет Александр Хавренко. Александр, каким образом обвиняемый напал на блюстителя закона? Сергей, мужчина на автомобиле сбил полицейского, который пытался не допустить выезд машины на неокрепший лед переправы. Если ты помнишь, видео с этим происшествием мгновенно попало в социальные сети и мессенджеры по всей республике и по всей стране. Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. Прокуратура Мегино-Кангаласского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. В середине октября 2019 года обвиняемый, управляя автомобилем Toyota Wish, выехал в нарушении требований дорожного знака на ледовую поверхность реки Лена. При этом, увидев при выезде вышедшего из служебного автомобиля навстречу ему инспектора ГИБДД, не выполняя его законного требования об остановке автомобиля, умышленно касательным ударом боковой поверхности своего автомобиля сбил сотрудника полиции с ног. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. В полицию с заявлением о хищении денег с банковской карты путем обмана обратилась 44-летняя жительница Якутска. Женщина пояснила, что ей позвонила девушка, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка, и сообщила, что зарегистрирована попытка снятия с ее банковской карты денежных средств в размере 1500 рублей. Далее звонившая перевела звонок на сотрудника Центрального банка. Он назвал ей фамилию мужчины, проживающего в Краснодаре, который якобы пытается перевести деньги с ее карты. Женщина ответила, что этот мужчина ей не знаком. В ходе разговора звонивший убедил потерпевшую сообщить ему коды безопасности, которые поступили в СМС-сообщениях. Он аргументировал это тем, что ее денежные средства будут переведены на временное хранение в Центральный банк и поступят обратно в течение 5 часов. Заявительница сообщила номер карты и код с обратной стороны карты. После этого с ее счета списали 24 тысячи рублей. Конечно же, через 5 часов деньги назад не вернулись. Столкновение грузового поезда с заглохшим автомобилем-лесовозом произошло на 419-м километре перегона Болотная Амга. При переезде железнодорожных путей автомобиля произошла внезапная остановка двигателя. Некоторое время водитель пытался устранить поломку, но, заметив приближающийся поезд, покинул автомобиль. Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако избежать удара не удалось. Жертв нет. Имеются незначительные повреждения тепловоза и прицепа лесовоза. В течение 1,5 часов последствия аварии были устранены. На график движения поездов ДТП не повлияло. В связи с произошедшим сотрудниками правоохранительных органов совместно с железными дорогами Якутии проводится проверка и выяснение причин аварии. Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство. В конце ноября 2019 года во время хмельного застолья между обвиняемым и его другом возникла ссора, в результате которой обвиняемый дважды ударил друга ножом. Во время второго удара рукоять ножа сломалась, что не позволило нападавшему продолжить нанесение ранений.
Потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь. После утверждения обвинительного заключения дело направлено в суд. Прокуратура Верхневилюйского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 11 ноября 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со старшим братом, который вел себя грубо в отношении их матери. Вступившись за мать, он нанес один удар кухонным ножом в область левого бедра, причинив телесное повреждение в виде колото-резаной раны мягких тканей левого бедра с повреждением бедренной артерии. Потерпевший в результате обильной кровопотери скончался на месте происшествия. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом признания вины, раскаяния и наличия ряда смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в испытательной колонии строгого режима. По меньшей мере, 2 заключенных погибли, еще несколько получили ранения в ходе беспорядков в тюрьме на Шри-Ланке, спровоцированных слухами о коронавирусе. Пока в регионе Южной Азии инфекция не получила значительного распространения. Подробности рассказывает Сергей Берец. Заключенные тюрьмы в городе Анурадхапура на Шри-Ланке взбунтовались после того, как администрация запретила визиты родственников. Такая мера объясняется стремлением не допустить проникновения коронавируса в исправительное учреждение. Одновременно начали циркулировать слухи, что инфекция уже занесена в тюрьму. Узники вступили в схватки с надзирателями, устроили поджог, некоторые попытались совершить побег. Охрана открыла огонь. Не менее 2 человек погибли, ранены по разным данным от 3 до 6. Сбежать никому не удалось. Как заявил депутат парламента Намал Раджапакса, вопреки сплетням, тесты, взятые в тюрьме, не дали положительных результатов. На Шри-Ланке выявлено 76 подтвержденных случаев заболевания. Полиция задержала 110 человек за нарушение комендантского часа. Пандемия пока едва затронула Южную Азию с населением около 2 миллиардов человек. По данным на субботу, в регионе насчитывалось около 1000 инфицированных и 8 умерших. Ну а на этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Сергей, на этом у меня пока все. Александр, спасибо. А я напомню, Александр Хавренко рассказал о чрезвычайных происшествиях. В Якутии продолжается сбор средств в Республиканский фонд «Победа». На сегодняшний день добровольный вклад жителей республики составляет более 12 миллионов 300 тысяч рублей. Все средства направят на увековечивание памяти славного подвига старшего поколения во время Великой Отечественной. Это издание книги, альбомов, проведение акций, поддержка ветеранских движений. Также деньги направят на строительство и реконструкции памятников, скверов, на поисковую работу. Отмечу, глава Якутии Айсен Николаев лично перечислил 100 тысяч рублей. Его поддержали. Сейчас предприятия и жители республики вносят свою лепту в благородное дело. Благотворительные фонды и добровольные. Ну, большие юридические лица тоже принимают участие в этом. Таков был призыв. Такие акционерные общества, как Алмаза Набара, они спокойно, без всяких шумихи, внесли 2 миллиона в этот фонд. Это на сегодня самая большая сумма. Такое предприятие, Сургутнефтегаз, они внесли более 500 000. Участник войны Павлов Кирилл Егорович тоже со своей ветеранской пенсии внес. И таких много. И поэтому на сегодня сумма составляет 12 миллионов, 300 тысяч рублей. И это имеет определенную цель. Эти деньги идут только на тему, связанную с Великой Отечественной войной, на издание книг, на поддержку мероприятий. С наступлением весны вопрос вывоза снега становится особенно актуальным. Но добросовестно выполняют свои обязанности далеко не все. Как обстоят дела в Ленске, узнали наши коллеги. Некоторые россияне в поисках дозы адреналина едут покорять горы Куршавеля. Жителям Ленска достаточно выйти в собственный двор. Снежная 2-метровая глыба за пару месяцев выросла в районе Ленина 73. Местная ребятня использует ее в качестве горки. Впрочем, с приходом теплых температур абсолютно всем жителям района эти горы подарят еще и каток. Это беспокоит взрослое население. Сами видите, какие кучи. Это надо вывозить все.
Управляйка так, видимо, не считает. Уборкой придомовой территории здесь занимается Ленское предприятие жилищного хозяйства. На вопрос, почему не вывозите снег, руководство компании решило не отвечать. В Ленском предприятии жилищного хозяйства нам отказали не только в комментарии по очистке дворов, но даже в съемке адресника. Съемочной группе запретили заходить вот за этот вот забор. Юрист аргументировал это тем, что управляющая компания находится на частной территории. Замечу, что у этого засекреченного объекта самый большой жилищный фонд в городе. И судя по комментариям на официальном сайте, коммунальщики с ним явно не справляются. Расставить точки над «и» помогли в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства. По словам специалистов, причина – недопонимания между собственниками и управляющими компаниями «правовая яма» в жилищном кодексе. В перечне минимальных услуг, оказываемых управляющими компаниями, есть сгребание и очистка придомовой территории от снега в зимний период времени. Если не хотите этого делать, то, конечно, это один вопрос. Но сдвинув снег от подъезда напротив подъезда, да, ты не обеспечишь чистоту. На Дзержинского, 22 ситуация противоположная. Сотрудники компании «Градсервис» чуть ли не до асфальта готовы чищать снег и на самосвалах вывозить его на специализированный полигон. Делать это не позволяют автовладельцы. Ставят машины так, что технике просто не подобраться к кучам снега. Техника во дворах мешает уборке. Несмотря на то, что расклеиваем объявления, значит, как-то информируем собственников и нанимателей, но тем не менее не все убирают технику, и что, значит, ведет к сложностям по уборке придомовой территории. Конечно, можно написать заявление в административную комиссию, и это будет нарушение, и тогда собственник будет привлечен к административной ответственности. Ну, не хотелось бы, конечно, портить отношения с собственниками, но если уж до такого дойдет, будем действовать через административную комиссию. Негативный пример может повлиять на другие управляющие компании, которые также, ссылаясь на несовершенство закона, начнут оставлять свой жилой фонд в залежах снега. Это, вероятно, приведет к аварийным ситуациям в жилом секторе. Хотя бы поэтому руководителям управляющих компаний стоит все же пересмотреть подход к работе. Роман Токмаков, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». Возвращаемся к COVID-19. Правительство и благотворительные организации оказывают помощь странам, ведущим борьбу с пандемией коронавируса. Китай, где болезнь отступила, направляет врачей и оборудование за рубеж. Очередным получателем стала Сербия. Россия перебрасывает в Италию военных медиков и необходимую аппаратуру. Миссия «Врачей без границ» прибывает из Франции в Иран. Подробности перемещений у наших коллег. 6 докторов из Китая прибыли в субботу в Белград, где будут оказывать помощь сербским коллегам в борьбе с распространением коронавируса. Доставлены также аппараты для искусственной вентиляции легких и партия медицинских масок. Президент Сербии Александр Вучич выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину, Коммунистической партии и народу Китая за проявленную солидарность. По данным сербских властей, в стране инфицирован 171 человек, и 1 больной скончался. Как сообщило Министерство обороны России, группировка военно-транспортной авиации готова к переброске в Италию медицинских бригад и оборудования. В контингент из примерно 100 человек, врачей и сестер, вошли специалисты в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный опыт борьбы с эпидемиями. Накануне стало известно, что помощь итальянскому правительству пообещал президент России. Италия больше других стран пострадала от эпидемии. Здесь умерли уже свыше 4800 человек. Неправительственная благотворительная организация «Врачи без границ» разворачивает в Иране центр экстренной помощи на 50 коек. Персонал и оборудование готовятся к вылету из аэропорта французского города Бланьяк. Бригада из 9 человек, специалистов по интенсивной терапии, будет работать на базе больницы Амин в Исфахане. Число подтвержденных случаев в Иране превысило 20 тысяч. По официальным данным иранских властей умерли 1500 заболевших. Помощь Исламской Республике предоставляют также Великобритания и Германия. Тем временем жители Пекина и Шанхая массово отправились на субботние прогулки, пользуясь хорошей погодой и ослаблением вспышки коронавируса. Для многих это первый выход на свежий воздух за длительный период. Подробности у наших корреспондентов.
Парк летнего императорского дворца в Пекине в такое время года обычно принимает свыше 20 тысяч посетителей ежедневно. Сейчас это число сокращено до 5 тысяч. Ограничение введено в связи с эпидемией коронавируса. Хотя сейчас, по официальным данным, новых заболевших минимум 41 случай за сутки. Все они привозные. Пользуясь хорошей погодой и почти избавившись от страха, люди устремились на свежий воздух, любоваться цветущими деревьями и наблюдать за птицами. Все строго следуют предписаниям властей и носят маски. Сотрудники охраны призывают граждан не толпиться и соблюдать безопасную дистанцию. По словам Дун Сяолянь, она долго сидела дома и боялась показаться на улицу. Девушка считает, что властям успешно удалось обуздать вспышку, а люди в массе своей хорошо защищают сами себя. Поэтому теперь можно немного расслабиться и развеять скуку. Магазины и уличные кафе в модном торговом районе Шанхая Синьтяньди снова заполняются народом. Люди соскучились по солнцу, теплу и нормальной жизни, но маски снимают только за тем, чтобы откусить от бургера или сделать глоток кофе. Как говорит Линь Дуджан, с самого начала эпидемии она впервые оказалась под открытым небом. Она больше не беспокоится, потому что в Шанхае уже нет новых местных случаев заболевания, а те, кто прибывает из-за рубежа, помещаются в карантин. Общее число инфицированных в материковом Китае составляет 81 тысячу человек. Количество летальных исходов выросло на 7 и достигло 3255. Это значительно меньше, чем на пике кризиса. Возвращаемся в Якутию и коротко расскажем о среднесуточной погоде в крупных городах нашей республики. В Алдане солнечно, днем возможен небольшой снег. Температура воздуха +1 градус, ветер южный 4 метра в секунду. В Ленске переменная облачность и временами идет снег. И по-весеннему тепло, теплеет до +5. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Также очень тепло в алмазной столице. Термометры показывают +3. Почти весь день будет идти снег с сильными порывами ветра до 7 метров в секунду. А в столице Южной Якутии Нерюнгри потепление до +1 по Цельсию. Ярко светит солнце, слабый юго-восточный ветер 1 метр в секунду. Атмосферное давление 698 миллиметров. И немного холоднее в Якутске, в столице -4 градуса. Солнечно, штиль, давление 750 миллиметров ртутного столба. В эти минуты начинается брифинг оперативного штаба Республики Саха-Якутия по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию прямо сейчас. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Сегодня эпидемситуация в республике остается напряженной. На настоящий момент все службы Министерства здравоохранения, наши медицинские учреждения, службы Роспотребнадзора работают в отношении той ситуации, которая у нас есть, соответственно, по борьбе с коронавирусом. В медицинских учреждениях республики осуществляется оказание медицинской помощи в стационаре инфекционной больницы, тех, которые у нас являются заболевшими больными. В обсерваторах оказывается медицинская помощь лиц, которые являются контактными. Отдельно оказывается помощь непосредственно тем лицам, которые находятся на самоизоляции, и, соответственно, необходима им какая-то медицинская помощь. С сегодняшнего дня у нас
не осуществляется плановый прием больных и отменен во всех поликлиниках прием, тот, который был обозначен ранее. Не нужно здесь никаких панических настроений по данному поводу. На всех, у кого по сроку шло непосредственно лечение, на вас выйдут ваши контактные лечащие доктора и определятся о том, каким образом будет лечение производиться. Относительно пожилых граждан базовым учреждением, как было, так и остается, гериатрическое отделение. Главный гериатр Татаринова Ольга Викторовна на настоящий момент вместе со своим гериатрическим отделением переведена в режим усиленной работы. Я хочу обратить внимание на то, что, как мы и говорили, с сегодняшнего дня начинает работать лаборатория по выявлению коронавируса. Будут рассматривать тесты относительно тех лиц, которые являются контактными, тех лиц, у которых есть заболевание пневмонии, по строгому указанию врачей. Просто так обычному гражданину проходить тест на коронавирус нет смысла и вообще не имеет никакого значения как такового, поэтому сегодня будет лаборатория работать так. Буквально завтра, послезавтра пройдет лицензирование лаборатории в другом месте, пока это предполагается СПИД-центр, и, соответственно, заработает еще одна, вторая лаборатория. Это для не тех, чьи контакты, тот, кто является на прямом контакте с заболевшими. Лаборатория Роспотребнадзора у нас также продолжает работу. На настоящий момент Роспотребнадзором выявлен полный круг лиц, которые находились в контакте с первым заболевшим. И, соответственно, идет работа по выявлению контактов лиц, которые у нас сегодня являются официально заболевшими. Практически сегодня отработаны все контакты и работаем в этом направлении. Одновременно Роспотребнадзор совместно с Министерством здравоохранения, а также с главами муниципальных образований на местах работает по выявлению и, соответственно, помещению на самоизоляцию тех лиц, которые были за пределами Российской Федерации в течение 2 последних недель. Я обращаюсь еще раз к тем, кто непосредственно был последние 2 недели назад за границу. Да, действительно, достаточно, можно долго надеяться на то, что со мной это не произойдет. Сегодня нам нужно прекратить жить на авось. Нужно просто-напросто вовремя поставить в известность поликлинику, самоизолироваться. Что значит самоизолироваться? Это значит не допускать контакта с другими людьми. И, соответственно, поставить в известность непосредственно врачей. И уже дать возможность врачам действовать по строгому алгоритму, который у них предписан. Хочу обратить внимание на то, что, как сказал и глава Республики Саха-Якутия, у нас есть предположительно больной, это новый очаг. Одна из гражданок республики посетила зарубежную страну. Она сразу применила режим самоизоляции. В результате этого сегодня нам проще работать. Мы понимаем, что у нее был узкий контакт, четко его отслеживаем и с ним работаем. Весь полный контакт, он у него сужен. У нее сужен, и все гораздо проще. И, соответственно, все меры, которые мы принимаем, их легче принимать. Поэтому вот такая ситуация. В то же время, в одном из районов у нас тоже есть подозрение на лицо, которое, соответственно, недавно было за границей и сегодня имеет температуру. Да? Мы сегодня не видим его анализа. Но раз такое лицо есть, оно было на самоизоляции, но оно нарушило режим самоизоляции. В результате этого сегодня мы обследуем, где она ходила, в какой магазин, с кем общалась, на какой машине ехала. Все эти люди попадают в круг непосредственно тех, кто сегодня будет также продолжать находиться на самоизоляции. Большая просьба ко всем гражданам республики: ограничьте передвижение, постарайтесь непосредственно как можно больше находиться сегодня дома. У нас сегодня врачи вас об этом просят. Они на своих рабочих местах. Оставайтесь дома, и будет гораздо проще всем. Председатель оперативного штаба Республики Саха-Якутия по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции Ольга Балапкина в прямом эфире озвучила итоги совещания, которое завершилось несколько минут назад. Оставайтесь с нами.